Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как 40-летняя женщина из ревности воткнула нож в живот своему 49-летнему возлюбленному. Покажем мужчину, подозреваемого в убийстве своего родственника. У нас все нормально, короче, судите и все. При избрании меры пресечения он признался, что забил мужчину стулом. А также нетрезвого водителя «Мерседеса» задержали полицейские на улице Большая Шоссейная. Никогда. Вообще никогда. Не сажусь за руль, не трезвый сам. Это ужас. Это и не только прямо сейчас. Из-за ревности сожительницы 49-летний мужчина попал на больничную койку. Во время ссоры со своим возлюбленным приревновавшая его женщина взяла нож и воткнула его мужчине в живот. Все произошло на кухне в одной из квартир дома на улице Гарифьянова в Казани. При этом в квартире в момент ранения находился 15-летний подросток. Оба, и потерпевшие, и подозреваемые, были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину экстренно госпитализировали, женщину доставили в отдел полиции. Там есть в одной квартире муж живет, а в другой вроде на голову больной. Жители подъезда гадали, у кого из соседей и что именно произошло. Всем было интересно, кого забрала скорая и какие вопросы были после этого у полиции. При этом непосредственно соседи по площадке ничего не видели, не слышали и вообще друг с другом не общаются. Там семья жила, старшая дочь, младшая. Вот. Не знаю ничего, не видел, не слышал. Сообщение о ножевом ранении в квартире одного из домов на улице Гарифьянова поступило в экстренные службы в 8 часу вечера. С места происшествия медики экстренно госпитализировали 58-летнего мужчину с ножевым ранением в брюшной полости. Все подозрения пали на 40-летнюю сожительницу потерпевшего. Установлено, что между мужчиной и женщиной возник конфликт, в результате которого женщина нанесла ножевое ранение мужчине в область брюшной полости. 40-летняя жительница Казани задержана и доставлена в отдел полиции. Сама задержанная отказалась говорить о причинах конфликта, считает все произошедшее несущественным. Как установили стражи порядка, конфликт между мужчиной и женщиной вспыхнул из-за ревности. Сожительница приревновала своего возлюбленного. На этой почве между двумя нетрезвыми людьми и произошла ссора, во время которой у женщины не нашлось других аргументов, кроме лезвия ножа, которое она и воткнула в живот своего мужчины. В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и вскоре вынесут процессуальное решение. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, «Вызов 112». 32-летнему Айвару Гафарову Советский районный суд избрал меру пресечения. Его подозревают в жестоком убийстве. По версии следствия, в воскресенье вечером он забил насмерть стулом своего 58-летнего дядю. Трагедия произошла в квартире одного из домов на улице Гвардейская. Близкие родственники погибшего считают, что причиной конфликта стала квартира. Они оба имели в ней доли. Сегодня обвиняемый признался, повод для убийства был гораздо мельче. У нас все нормально, короче, судите и все. Данное преступление совершил я, но убивать я его не хотел. 32-летнего Айвара Гафарова задержали в ночь убийства 2 дня назад прямо на месте преступления. Жители подъезда увидели, как он сначала вытащил в подъезд тело их 58-летнего соседа, а потом за ноги затащил его обратно. Тут же позвонили его родственникам. Без всякой крови, как мужчина, как выбросила его. Стонет, говорит, лежит. Приехали они быстро, заглянули в квартиру и все поняли. Мужчина лежал с разбитой головой, не дышал. Рядом валялись обломки стула. Рассказали, он жил один с женой в разводе. Мать скончалась полгода назад. Домой, говорят, особо никого не приводил, но пил почти каждый день. Как бородатый ему сказал, кроме Айвара никто не может быть этого делать. Рядом с телом убитого в квартире был именно Айвар Гафаров. По их словам, он агрессивен, если не трезв. В этот вечер как раз выпивал. Он пьяный был, он вышел на нас, получается. Мы же не знаем, что вдруг он с ножом на нас пойдет. Мы его просто держали дверь, чтобы он не выходил. А, вы дверь закрыли? Нет, Айвар, когда ты пришел здесь? Да, он в квартире был. Он вышел на нас, сразу начал быковать. И потом Демирапа сразу подбежала, и мы его уже больше не выпускали с квартиры. И я сразу начал в полицию звонить и скорую. До приезда полицейских родные не давали убежать подозреваемому. Считают, что причиной убийства стал именно жилищный вопрос. Приехавший из Москвы племянник имел долю в квартире, где жил его дядя. Племянник был в Москве. Он, наверное, из Москвы приехал сюда в гости. Вот у него день был, после мамы остался. Они бухались, наверное. И получалось такой же пьянка. 3 дня уже звонок не было. Я тебе сказала, да. Братан не звонит. Да. Его братан зовет.
Из-за квартиры, что ли? Да, наверное. Не знаю. Сам задержанный это отрицает и на допросе рассказал, что поднял руку и стул на родственника только потому, что думал, что тот украл его телефон. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства и на суде просили отправить обвиняемого под стражу на 2 месяца. Совершение особо тяжкого преступления, также то, что он не связан с семейно-брачными узами и, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей и скрыться от органов предварительного следствия и суда. Более того, у мужчины есть погашенная судимость 2010 года за разбой. Сам обвиняемый в убийстве признался и с арестом был согласен. Я согласен. Вы согласны? Мы, конечно. Домой же явно не отпустим. В итоге представитель Фемиды согласился с мнением следователя и отправил Айвара Гафарова на 2 месяца в следственный изолятор. Суда он будет дожидаться именно там. Нафиса Минязова, Алмаз Зиаддинов, вызов 112. 4-месячная малышка была госпитализирована в ДРКБ после падения в автобусе. Она находилась в коляске, которая при повороте автобуса с Сибирского тракта на Космонавтов упала на бок вместе с ребенком. На место тут же вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение о госпитализации для тщательного обследования малыша. Травму ребенка не обнаружили и после обследования с мамой отпустили домой. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются автоинспекторы. К слову, до 3 мая ГИБДД проводит специальную операцию, в ходе которой уделяет пристальное внимание общественному транспорту. Только за первый день ее проведения выявили более 60 нарушений. 7 автобусов поместили на спецстоянку. За 3 месяца 2023 года в Казани с участием автобусов произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести. 26-летний водитель получил серьезные травмы, вылетев на своей «Ладе» в кювет в Черемшанском районе. Установлено, он на высокой скорости съехал с проезжей части и опрокинулся. Стрелка спидометра застыла на отметке в 140 км в час. И, как предположили автоинспекторы, скорость, с которой он ехал, была гораздо выше. 54-летний мужчина пострадал в результате аварии на улице Мира. Он за рулем Kia Sorento ехал из Дербышек в сторону компрессорного завода. В какой-то момент потерял контроль над своей иномаркой и выехал на встречную полосу. Остановило его только дерево. Внедорожник от удара повалило на бок. Что стало причиной потери управления автомобилем, мужчина не знает. Водитель получил различные травмы. Его госпитализировали. Но перед этим автоинспекторы предложили ему пройти экспресс-тест на наличие алкоголя. Опьянение прибор зафиксировал, но количество спирта было меньше максимально допустимой нормы. По закону мужчина был трезв. Сотрудникам ГИБДД он признался, что это последствия праздника, который он отмечал накануне, а перед тем, как сесть за руль, алкоголь не употреблял. 36-летнего водителя «Мерседеса» с признаками алкогольного опьянения задержали сотрудники патрульно-постовой службы у одного из домов на улице Большая Шоссейная в Казани. Его заметили на улице Декабристов. Манера вождения стражам порядка показалась неадекватной. Автомобиль попытались остановить, чтобы проверить водителя, но он пожелал скрыться. Плутая по дворам, заехал в тупик, выскочил из машины и бросился на утек, а по пути выбросил ключи от автомобиля. 1248. С показаниями алкотестера мужчина был полностью согласен. Абсолютно согласен. Пили сегодня? Нет. Как так? Не знаю, так получилось. Незадолго до этого сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице Декабристов «Мерседес». Манера езды водителя им показалась странной, и машину решили остановить, а водителя проверить. Но останавливаться он не хотел и постарался скрыться от полицейских. Плутая по дворам, заехал в тупик у одного из домов на улице Большая Шоссейная. Но сдаваться не собирался. Выскочил из автомобиля и пустился на утек, выбросив ключи. Мужчину догнали, ключи нашли. Ключи от машины зачем выкинули? Все выяснится. Он уверял, что ездить пьяным не в его принципах. За рулем 10 лет. За это время один раз его лишали прав. Развернулся на трассе через двойную полосу. Но пьяным за руль не садился. Никогда. Вообще никогда. Не сажусь за руль, не в трезвом состоянии. Это ужас. Нет. Ну а сегодня как? На дороге поймали, просто нет. При этом добавил, за рулем он не сидел, хотя признал, что автомобиль ему знаком, оформлен на его фирму. Я не ездил за рулем. Ну все патрульные машины же камерами оборудованы, то есть как бы... Да, вот именно в этом факт. То, что оборудованы, камерами, все. Это моя защита.
Он был согласен на любые проверки и исследования. В больницу на медицинское освидетельствование поехал сразу же. Вы будете проходить медосвидетельствование именно, на медицинское утверждение? В больнице, скорее всего, показания будут не сильно отличаться от полицейского алкотестера. В дальнейшем, если суду будет доказано, что за рулем Мерседеса сидел именно он, то мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до 2 лет. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.